Завтра решил сходить в поход. Только куда, на рыбалку или на охоту? Пускай это решит Андрей Батькович. Сейчас пойду к нему, если опарышу продаст, пойду на рыбалку. Не продаст, значит на охоту. Вроде и снега нету, все убирает. Снега у нас, конечно, с гулькин нос, на порядок превыше всего. Ну, приборослился. Сказали последние опарыши. А до кучи еще и сиденье взял. Стул тяжело таскать. Ну что, Лариса Батьковна, догадайся с 3 раз. Куда я завтра пойду? У тебя большой выбор? Охота, рыбалка, 2 варианта. Я думаю, на рыбалку, наверное. Почему? Ну... Что-то подсказывает? У тебя что-то последние фильмы все про рыбалку, я думаю, наверное, хочешь это. Мне охота была на охоту, но я пошел в магазин, купил опарыши. Но раз опарыши попали, надо сходить на рыбалку. Ну, значит, я угадала. Да. Удачи! В смысле, сейчас целоваться будем? В смысле, ты собираться начнешь? Долго и упорно. Ничего себе, температура вниз скакнула. В принципе, приличный морозец установился. Ни на рыбалку, ни на охоту не тянет. А в минус 40 тем более, какая рыбалка-охота пенсионеру. На улице мороз, но солнечная погода, которая зимой у нас редковато бывает. Ну, мороз реально холодает уже за минус 40. Куда пенсионеру в такой мороз? Сегодня минус 27 градусов. Кузик, что ты жреть стал на китикете? Может, тебе хорошенькие рыбки принести, а? А почему это только для Кузи рыбку? Я бы тоже от свежей рыбы не отказалась. Хорошо, нет проблем. Слушай, у меня проблема, я мормышки не нашел. Что делать? Ну, не знаю, Сереж, вот у меня тут бусы, может, есть. Может, они тебе пригодятся. Посмотри. Ух ты! Первый сорт! Ну, не все, не все. Ну это... Вот здесь, может, что-нибудь где-то из 5 этих. штук можно? Ну, не все же. Ну хорошо, хорошо. Ладно, сколько дашь, такие возьму. Ну, на безрыбье и рак рыба. Используем твои бусы, любимые. Значит, смотри, просто крючок обычно зимой не используют с мормышкой, чтобы рыба на блестяще наскочила. Проверим? Сейчас я должна это все завязывать, да? Да. Так, но в результате операции получился шик модерн. Бусинка они будут привлекать. И бусинка с крючком. Ну что, как думаешь, пойдет такой? На безрыбье и рак рыба. Пойдет, Сережа, я свободна. Свободно. Так, сегодня минус 14. Надеюсь, днем будет теплее. Схожу в поход. Это не минус 30. Сходим. Легкие сумерки. Световой день значительно удлинился. Морозы проскочили. Посмотрим. От дороги отошли. Пора заряжаться. Третий номер. Предохранитель. Проверка. Ну, идем дальше. Ну, я не горнолыжник. Спустился наискосок. Пойдет для меня. Жгучий северный ветер. С севера тучи разгоняет. Уже небо синеть начало. Вот это у нас северная сторона с голубизной неба. А вот это южная сторона. Солнце где-то за облаками. Так, это что? Попал на смену погоды? Ну и ладно. Дойдем, посмотрим. Может, рыбы от удивления сами мне выпрыгивать будут. Что я в такую погоду поперся к их ловить. Интересно. В лесу полумрак, тишина. Только вверху в березах где-то тихо шепчет, где-то ветерок. Шебуршатся ветки берез. Ну, дай с ружьем пройти. О. Вот из-за этого я ружье взял дополнительно к ледобуру. След где-то 8 на 10 сантиметров. Так, шел туда. От поселка. Поселок там.
Собаки, что ли, надоели, на зайцев перешел. За это следов зайцев не видно. Волчара. Тоня глубоковато, поэтому шаг не широкий, где-то сантиметров 45. На всех ветках снег, а вот на этой ветке снега нету. Похоже, что сегодня утром сюда рябчик садился. Ничего, идем дальше. Так, что-то руки замерзать начали. И лед на усах. Сколько же градусов? Так, интересно, телефон. Зона доступа. О! Одна черточка. Как ваше здоровье, Лариса Батьковна? Что-то холодновато стало, и у меня на усах сосульки расти начали. Посмотри, сколько сейчас градусов? 17 градусов. Ну, я и говорю, что где-то близко к 20. Интересно, 20 градусов будет сегодня или не будет? Я вышел на речку, мне спуститься надо. Тут метров 5 высота. Крутовато. Спустимся. Пару мест посмотрю. Надо попробовать ноу-хау, там твои бусинки. Ну, ладно, давай, пока. Интересно, морозец вроде небольшой, а лес потрескивает. Ну, наконец-то, вышли на реку. Спущусь и прикинем, где я там развлекаться буду. Однако, как река русло изменила. Так, ну, для начала попробуем здесь. Ну, хоть погреемся. Вот не было печали. Так. Ну, давай посмотрим. Хотя у Ларисы Батькиной вчера горькие слезы на лице нарисовались. Из-за того, что я несколько бусинок взял. Зато какая красота. Заманиха. Проверим. Крючок, правда, крупноват. Ну да ладно. Где у меня там опарыши? Ну, ребята. Ни хрена себе. Замерзли. Вот блин, в кармане. Однако. Попробовать отогреть ножиком. Ну, что мерзнете? Так, ну что, греем. Ледяные. Клюнет ли рыба на ледяных опарышей? О, пока с опарышем возился, лед застыл. Стоять. Ну. Даже интересно, как этот народ в мороз ловит. Закинул, воткнул, считал до 20, ледок образовался. А вот замерз. Вот блин. И леска вся во льду. А когда играешь удочкой, считай мормышкой, леска превращается в лед. И начинает прилипать к рукам, ко льду, ко всему, к чему прилипнет. Во, пальцем прилипло. Перестал дергать, лед образовался в лунке. Поднял мормышку, чтобы посмотреть, что там делается. А обратно не хочет уже, лунка замерзла. Пока возился, в лед леска замерзла в лунке. А вон опарыш, так кусок льда, блин. Какой был, так и остался. Так, ладно. Что мы, враги своему здоровью? Думал, после тридцатника прогноз обещал легкое потепление. -3, -4. Хрен там -4. Кто-то там наверху, наверное, прочитал прогноз гидрометцентра и решил пошутить. А я под эту шутку попал. Не леска, а сплошной лед. Все замерзло. Если я это не отогрею леску, а так замотаю, хрен потом распутаю. Эх. Чем мучиться?
Оксан Македонский же дал пример. Херак и узла нету. И ледяные опарыши во льду, и супербусинки во льду, все во льду. Минус 20 не рыбалка, а херня одна. Ну зато поразвлекались. На солнце даже позагорали, можно сказать. Около этой лунки 10 минут назад пробовал рыбачить. Вон лед уже какой, 1,5 миллиметра. Да, мы страшен, и вал 9, и море вечные златы. Интересно, след волка и следы горностая, куницы, зайца, само собой, лисы все в раз пропали. Как они его чуют? Наверное, все-таки у них шестое чувство есть. А все-таки вот такая шапка продувается за милую душу. На ледяном ветру на открытом месте вся лысина замерзла. Мерзла до боли. Хреново. Впереди дорога. Все, развлекалово закончилось. Осталось узнать, сколько градусов. Но одно ясно. Точно не плюс. Температура минус 19,5. Ну, почти 20. Порядочно тоже. С выбором, конечно, я сегодня слегка лопухнулся. Это я просто на прогноз погоды среагировал. Ничего не попало. Ну да ладно. Для пенсионера, которому прилично уже много, добыча не самое главное. Главное процесс. Но следующий выбор для сравнения у нас охота предстоит. Озон мне сейчас послал капканы на бобра. Ну, до бобра еще полгода ждать. А сейчас мы эти капканы на зайцев попробуем. Интересно, можно ими поймать или нет? Проверим.